получилось, как бы на ходу, готовился один человек, потом мне говорят, нет, будет этот, поэтому, пожалуйста. Ну, я тоже рисовал когда-то, но никогда не достигал таких вершин, как Ричард Иосифович. Я вот что хотел сказать. Вы знаете, в наше время, если нет в интернете, то нет на свете. И поэтому, когда я обратился, то есть посмотрел информационное пространство по поводу Ричарда Иосифовича, то оказалось, вот, например, в самой распространенной информационной системе, в Википедии, международной энциклопедии, о нем до сих пор не было статьи. Вот. И, к сожалению, о нем только краткие информационные сводки есть. Что, конечно, совершенно незаслуженно, потому что его вот в детстве, по-моему, где-то проскочило, дразнили или возвышали, когда называли Ричард Львиное сердце в связи с известным романом. Он действительно император у нас в художественной жизни, в графике Хакасии. И поэтому вот я написал статью о нем в Википедии. И теперь это, прежде всего, поколение наше молодое может прочитать краткие сведения. И главное, чем хороша Википедия, что там есть возможность по ссылкам пройти и углубить свои знания об этом. Поэтому я поздравляю Ричарда Иосифовича с открытием выставки. Бумажный экземпляр. С 1973 по 1978 год Ричард Иосифович работал художественным редактором в Хакасском книжном издательстве. Очень много сделано за этот период, но я думаю, намного подробнее и лучше поведает об этом сотрудник Хакасского книжного издательства Вера Варламовна Чизыбаева. Пожалуйста.